Так, ну что, снова здравствуйте. Сейчас пройдут машинки чуть-чуть, этот подспустится. Пойдем четко, извиняюсь, по встречке. Так как все, кто поднялись, все по встречке. Там на перепаде как раз лед. Доходим туда, все, пробуксовывают стали сразу. Тут никакой инерции, там движения вперед, ничего нет. Сразу парковка. Все, на механизации. Ленивец поднят. Эту включить. Да? Traction контроль. А может выключить противобуксов? На это может складывать. А как она тебя сложит? Может разрешить ей буксовать прямо? Нажимай. Да? Хуже что-нибудь. У нас скорость. Ладно. Непонятно, что делать, потому что такие пруфи. Все, поперли. Цепь поднатянули. Вот, трогаемся запросто, все. Первая. Вторая. А? Идем четко по встречке. Вон, мощи куча. Все, ну там... Ну да, куча мощи упирается в подъем. Ремень, вот, елки-палки. Забыли пристегнуться. Ну, понимаете, все эти разгоны это до фонаря, потому что ну на пятой, ну должен идти такой уклон. Все, я тот раз на шестой буксанул, сейчас идут четко по встречке. На пятой обороты повышенные прямо на цепи. Выгребаем и все. Потому что вот этот лед. На Воле пошел, ты попробуй мост подними ленивый. Если бы он был прошит еще. А он у нас 14 тонн, он там много не пропускает. Ай, опять садимся и все, слышь, прикинь, пятая, греби давай. Подушки скинь, подними мост, трогайся и ставь транспортное положение, так только задержи. Да мы уже все Да сделали. это не... Он тебе вообще-то советует. Дружище, ты имеешь в виду заблокировать ленивец можно, да? Да, его нужно опускаешь полностью подушки, поднимаешь ленивый, начинаешь трогаться и включаешь транспортное. И он так поднимется и будет держаться до тех пор, пока ты ручник не въебнешь. Я тоже слышал об этом. Сейчас, спасибо. Я тоже слышал об этом. Мне даже писали в комментариях. Можно его заблокировать вверху. Ну а что ему? Ну он тонну всего, 900 килограмм показывал. Ну, вот все равно, прикинь, сопротивление, колеса лишние крутятся. Давай обратно скатывайся. Прикинь, буксует и катится назад. Да, хорошо так идет, слышишь, и вот все, не хватает чуть-чуть. Ой, вилы магаданские. Вообще вот просто без вариантов. Родственник, елки-палки. Идет и приехала. КамАЗ делает очередную попытку. А он именно, главное, слышишь, получается, когда стоит, он у нас, глянь, яма, это от меня, что ли? Да. Да ладно. Тебе пишут. Ничего себе. КамАЗ буксует, но идет. Что, на свою полосу? Назад Ну, а как давай, он? не мешай никому. Тут, получается, закопался. Ну вот КамАЗ пошел. Не знаю. Что, вот сюда теперь, вот как где? Я и так ехал вроде. Вообще. Короче, надоело уже. Седьмую может попробовать пролететь на седьмой. А? Ну он садится уже, да? Переключаться нельзя, на седьмой он не заезжает, да, туда? Все, пока не лезь налево, дружище. Сейчас Войва будет заходить, подожди секундочку. Не лезь налево, кто не лезь.
чуть-чуть не хватает, ты же видишь. Она раз и буксанула. Блин, на двух цепях, наверное, проехали бы. Да? Что делать, не знаю. Крюк прикручивать. А кто тебя затащит? Одиночку какая-нибудь. Где? Махать, смотреть, подождать ее. Да, можем, конечно, в Хатыми поехать сейчас. Забить на это все дело. И что там делать? Кайфовать. Сказать, тебе нужны твои помидоры. Ты приезжай сюда, мы тут стоим. Все теперь понятно. С этим делом. Слышите, постой, постой. Сейчас объедешь нас. Не могу трогаться, все, ну вот доезжаем, вот смотри. Впереди лед, она пробуксовывает и сразу теряет скорость. А там снег, мы взяли яму, прокопали. Мощность, все есть, все, поверхность не дает нам ехать. Скорость нужна, что-то мне кажется. Попробовать вообще назад уехать и раскочегариться. На зигзаге, если идешь, На машине хватает, получается, у нас, да, раскочегариться. Я же не пробовал с первого раза, а может пойдет она? Я вообще не знаю. Не, ну вот смотри, на шестой она у нас села по обороту, ну то есть все равно буксанула и сразу засела, да, по оборотам. Но ехала как бы с запасом легко. Давай попробуем, может, до 8 на 9. Крайний разок. А там есть куда назад сдавать, чтобы ты уже прям вообще вот далеко, чтобы аж... Не, поехать? подъем от Хатыми идет. Ну там есть как бы пригорок вон тот. Ну, Не знаю. Приморка, да, примерно. Ну все разгоняются аж со стоянки стоят. Ну, ты же все равно 80 тут не поедешь, понимаешь? Нет смысла. 80, понимаешь, раскочегариваться. Тут такая скорость, как бы, ну, типа 50. Типа, если пройдешь вот этот перепад. А что, мы так бодро она едет вообще? Вот едет, все нормально. У меня же обороты вообще в легкую идут. То есть моща все есть. Она только буксанула тебя. Да, это опять неудавшийся штурм, в общем. Да, как мы попадем в Якутск. Так, КДМщики с тросом нужны. А тут ни связи, ничего нету. Вот там наверху на повороте, типа там же самый крутой бугор. Они смотрят, мониторят. Типа, все ли нормально. Смотрят, там все проезжают. А тут нас не видят никто. А мы тут колбасимся. Что, интернет есть? Не, какие-то смс-ки, WhatsApp. Печалька. Поехали, шурпу есть тогда. А? Есть неохота. Ну а что он никак не заезжает? Ничего. Фиг его знает, что это. Что, ты сможешь нас слева обойти, Люся, мы чтобы не трогались и не шатались? Ну, Аслава, а ты будешь пробовать еще или что, я тебе не мешаю? А то я не спускаю, потому что вы стоите. Ты не мешаешь, мы пока стоять будем. Слушай, ну а тут КДМщики какие-нибудь бывают, чтобы, может, вот это тут, видишь, ну, все буксуем на перепаде, где на скольжено. Не знаю, сейчас пока он пошли решать там наш, что будет. Блин, все уехали, получается, вообще. Америка. Ну, Америка ж прошла. Что-то не видел. Да, точно. Вот по встречке прошла, где я там яму выкопал. Скания ушла. Союз этот КамАЗ. Только что вверх уехал.
опускался. Вот мы назад поехали, он вперед. Это другой КамАЗ. Что, сзади никого нет, кроме Тонара? Ну, Тонар и за ним, наверное, кто-то один, и все. Лошарь. Так. Ну что, последняя попытка, и задом еще потренируемся ездить. Хотя пошли. Пушечки. Я думаю, может ему выключить полную блокировку. Да? А, не будет буксовать, где А мы легче. так на полную все это время. Я говорю, может выключить полную. А может не надо. А может что надо. Че? Нравится тебе в Якутии? Отсюда нет смысла трогаться от Европы. Ну эти собрались стоять, я не знаю, мне как с ними. Вот Америка и Скани как заехали? У них две цепи, они разогнали сколько есть силы и буксовали, кое-как закрыли. Вот так Значит, вот. надо буксовалку выключить. Разрешить буксовать. Так она и так выключена. Вот это горит. Газует, все. Это traction control. Это вот это вот. А вот это противобуксовочная. Ее отключаешь и можешь вышлифовывать. Поехали. Сдавай на всю. Они тут сзади эти стоят. Нет возможности. Я приехал к ним ровненько, а они решили постоять. Видишь, я думал, сейчас будут спускаться. Там место вырулить, там вагон. Ну, там легковушка едет. Так, ладно, погнали, короче. Мне кажется, что вагон. Здесь углы такие не нужны, большие, понимаешь? Что там, прохожу его, посмотри. Я не видел. Я тем более. Где он там? Проходит. И мы катим дальше, короче. Едем задом домой. Короче, не та пушечка у нас оказалась, не под эти места. Надо, короче, не Сейчас париться. лентяй заблокируем. Ты, честно говоря, может забить на эту гарантию, слышишь, попрошить, чтобы нам сюда ездить, или гарантия, понимаешь, что это, блин? Тебе гарантия никак не упадет, тебе уже объясняли. Что значит не упадет? Кто объяснял? Ну кто? Вот ты, блин, Макс, ты странный, слышишь? Ну что? Ну кто тебе объяснял, что гарантия не упадет? Объясни мне. Как? Ну ты же не будешь им говорить, я прошил ленивец. Ну не будешь, они увидят. Никак они не увидят. Как они увидят? В компьютере показывают. Тебе залезут. Зачем им заходить в данные о ленивце вообще? Там просто Ну, если будет у тебя написано- навернется мост, они будут заходить У в тебя в данные. прошивке написано, Ты слышишь чтобы он меня? с 11 Бля, тонн вот ты любитель опускался. поспорить, офигею с тебя. Ты вот из тех Но людей... мне уже 500 раз об этом рассказывали. Да что- какая разница, у тебя двигатель навернется, конечно, ленивец никто не посмотрит. Если у тебя навернется мост, тебе посмотрят, что у тебя с ленивцем. Макс, да там куча, блин, будет написано сразу, что ты там делал и куда заходил, слышишь? Ты как это в натуре, блин, наивный такой, слушаешь кого-то, у который максимум у него, он рядом новую машину видел, знаешь, один раз. Ездить на какой-то там с Европы 5-летнюю пригнали, это в лучшем случае. Понимаешь? Вот Не ты хочу сидишь, мне спорить, рассказываешь. Не хочу спорить. Да что спорить, ну ты общался хоть с кем-нибудь в Volvo? Причем здесь вообще Ну как, спорить? ну тут машина, все данные по машине, они со спутника даже видят. Ты говоришь мне, они не увидят это, я не понимаю. Про ленивец не увидит. Капец. Напишите в комментариях. Пишите в комментариях, слушай, Вот он союз. ты просто такой, знаешь, вот это, блин, сидишь, у тебя получается какие-то авторитетные мнения из комментариев. Блин. Нет. Ну я в логично 4 станциях сужу. Volvo спрашивал. Они говорят, все это видится, никто не прошивает. Ну как, вся машина на датчиках, блин, а в компьютере они не увидят изменения параметра ленивца. Просто Или не что? хочется заморачиваться, вот и все. Тот же тебя Денис, Макс, Арман. мне хочется вот перекреститься, честно. Закрыли тему, все, давай нахуй. Ну вот так ты и слушаешь. А какая у тебя аргументация? Что я слушаю? Аргумент в чем? Чуваков, которые на гаражах что-то поперепрошили или что? Да. Ну и что? Они по гарантии обращались куда-то или что? Нет. Ну, Я просто знаю, как это делается. Компьютер подсоединяется, заходится в ленивец, они перепрошивают его, чтобы он не опускался никогда с кнопочки. я знаю, И как всё. это делается. Я тебе говорю, теряешь гарантию.
все. Потеряешь, говорю, все прошивается в элементе. Если у тебя что-то случится с этим узлом, ты понимаешь, у тебя нет гарантии. А, ничего там проезд. Все, я тебе за это и говорю. Все прошивается 5 минут. КамАЗ решил на первую. Ваня, я тебя догоняю уже, блядь. Так что-то мне надоело здесь, честно говоря. Мы с дороги уехали на парковку. Солярки у нас Ваня, что-то выйди с мало. дороги, нахуй. Что-то мало солярки. Блин, честно говоря. Жут, я не знаю, что делать. Ну не едет и все. Поехали в Хатыми, зальем баки. Просто я боюсь, даже если мы сейчас заедем, Цепь снимай. нам хватит за заправку. Ты сказал 200 километров. Что мне так стрёмно, что мы даже если заедем, будем все топливо здесь сожжем. Парни, освободите проезд. Здесь сейчас КамАЗ зависит, он, блядь, еле идет, но все-таки пробует, да. Пацаны, я там заеду, нет? Нет, да, мы отодвинемся немного, вот назад сдадим. Идет на парусах. Орда. Ну, ля, как он разогнался, ля, скоростуха. Потом перестроишься, да. Ля. Спроси, Орда, сколько ты везешь? Спроси у него. Орда, а сколько везешь сейчас? Что так разгон получился? 16. Понял, спасибо. Разогнался, чё. Вот он второй. Вот он, вот так у нас скорость будет, вот такая примерно. Вот тот первый разогнался, 16 тонн. Ему просто разогнался. Вот он едет, ползет, вроде как заползает. Саня, спускайся аккуратно. У нас а то там вес, внизу Макс, две у нас машины стоят. он стал Может, уже сзади всё. такой золотой. Бля, встал в натуре. У нас мы не сам. Ну ты сам видел, вот я иду на 6-й, да, у меня обороты вот сколько хочешь могу, да? Ну, видел, как она даже разгоняется. Мощи, все хватает. Блин, ну только вот она чик и все, потому что там или снег, или лед под колесом. И тот встал тоже второй. Ну вот тебе и разгон тоже самое. У них, получается, разгон был, но не было нагрузки на седло. Короче, что это писать?